смотрите новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Вдвое больше дивидендов за прошедший год. Айсен Николаев и руководство «Алроса» обсудили предварительные итоги работы в 2021 году. Науки юношей питают. Сегодня исполняется 65 лет Якутскому государственному университету. Важнейшее из искусств. Якутский кинематограф продолжает завоевывать сердца зрителей на международном уровне. Айсен Николаев и руководство «Алроса» обсудили предварительные итоги работы компании в 2021 году. Генеральный директор Сергей Иванов доложил о рекордных продажах, удвоении дивидендных платежей, существенном росте налоговых отчислений, а также планируемом в следующем году увеличении социальных и экологических инвестиций. «Алроса» может реализовать по итогам года рекордный объем алмазно-бриллиантовой продукции – почти 46 миллионов карат. Помимо этого, Сергей Иванов отметил, что в нынешнем году «Алроса» вдвое увеличила объемы выплаченных дивидендов в консолидированный бюджет республики. В совокупности по итогам второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 они достигли рекордного показателя – почти 45 миллиардов рублей. Могу сразу сказать, что год выдался крайне успешным для компании, несмотря на массу сложностей, которые были связаны с тем, что ряд активов запускался после простоя в прошлом году. Были и определенные сложности в связи с рядом ограничений из-за ковида, которые, к счастью, не сказались никак на операционных результатах компании. Можно сегодня уверенно говорить, что это один из рекордных годов для компании «Алроса». Блестящие финансовые результаты, соответственно, это все было конвертировано в рост налогов, которые поступили в бюджет и республики, бюджеты алмазных провинций. И тот объем дивидендов, которые были выплачены акционерам, в первую очередь республике, районам, которые пошли на решение, в том числе социальных вопросов. И мы видим, что экономика Якутии, не только «Алроса» хорошо сработали и другие предприятия. Все это позволяет с уверенностью смотреть на горизонт следующих лет. Стратегия развития целого региона на 15 лет вперед. Первую в стране схему стратегического развития под рабочим названием 2020 разработали в Министерстве экономики региона еще в далеком 2006 году. Сейчас, подводя итоги, эксперты могут уверенно говорить об успехе схемы, ведь по всем основным параметрам план выполнен или даже превзошел ожидания. Так, уровень заработной платы населения вырос с 2006 года аж в 20 раз. Такого толчка развития экономики в республике в сфере промышленности, транспорта и социальной сферы в нулевых не ожидали. Схема развития производительных сил транспорта и энергетики Якутии оправдала себя, и теперь специалисты по ней ведут методическую работу, в том числе по дальнейшей стратегии развития. Внимание сосредоточено было на комплексном развитии производительных сил. Производительные силы – это производство, это люди. В то же время и социальный блок был очень большой разработан. И о качестве жизни мы тогда заговорили уже, это были нулевые годы. Тогда мы еще такое выражение, это качество жизни не знали. Но мы уже тогда вводили эти понятия. И по этим параметрам мы оцениваем сегодня. Важно, что критическое число, которое позволяет достичь тех показателей, которые были заложены, они были реализованы и создана база. Создана база, и на основе этой базы возможно дальнейшее уверенное поступательное движение республики вперед. Создание всех условий для комфортной жизни в населенных пунктах – приоритет правительства страны. Работа ведется в рамках национального проекта и других программ поддержки. Все более популярным становится формат территориального общественного самоуправления. Так, в небольшом селе Амгинского района территория самоуправления «Новая Покровка» снесли старое здание столовой, чтобы на ее месте воздвигнуть детскую площадку с зоной отдыха и для взрослых. Все работы проделаны силами сельчан. Сейчас идет сбор средств на строительство площадки. Нужно чуть больше 300 тысяч. Сельчане довольны подобным форматом и планируют воспользоваться грантами и войти в программу поддержки местных инициатив. Для маленького населения, я думаю, все в одном месте надо делать. Не надо разделять для взрослых там, для детей там. Лучше все в одном месте, чтобы компактно старшие за младшими. Тем более у нас с ХПК Амгинский занимаются зерновым хозяйством. У нас люди трудятся в основном все там. И с утра до вечера.
и как бы малыши остаются без присмотра. Получается, старшие дети могут присматривать за младшими, и уже безопасно будет отправлять их на площадку. Перспектива в этих ТОСах есть. Большая. Да, да, обязательно. Тем более у нас здесь еще не так развито, приходится первопроходцем быть как бы. Но идея очень хорошая, мне нравится. То, что люди вот так вот поддержали. Сегодня, 22 декабря, в культурном центре «Сергеевские огни» состоится торжественное событие – празднование 65-летия Якутского государственного университета, ныне Северо-Восточного федерального университета. Для гостей и зрителей вуз готовит яркое мероприятие, доступное зрителям в онлайн-формате. СВФУ будет вести прямую трансляцию. Празднование юбилея якутского вуза – символичный и знаковый момент. В этот день также отмечается 124-я годовщина со дня рождения Максима Кировича Амосова, чье имя носит Северо-Восточный федеральный университет. В концертной части будут исполнены номера, раскрывающие путь развития учебного заведения и его будущее. Участие в них примут действующие творческие коллективы учебного заведения. Тем временем в Якутске состоялось открытие многофункционального экзаменационного центра по независимой оценке квалификации на базе Северо-Восточного федерального университета. Помимо этого, вуз подписал ряд соглашений о сотрудничестве с администрацией Якутска, а также с управлением образования столицы. Тему продолжит Власий Сергеев. Центр по независимой оценке квалификации расположился в главном учебном корпусе. Деятельность нового подразделения будет направлена на подготовку к сопряжению промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся вуза. Независимая оценка квалификации будет проводиться в форме профессионального экзамена. Профессиональный экзамен представляет из себя, входит в 4 части. Это психолого-педагогическая часть, которая будет задаваться в форме тестирования в автоматизированной системе. Методическая, предметная подготовка будет проверяться учителей, а также ИКТ-компетенция, потому что это требование современного времени. Также в этот день был презентован первый этап обновленной библиотеки университета. Он представляет собой деловой холл с современной коворкинг-зоной. Обустройство второго этапа, а именно читального зала, начнется в январе следующего года. Планируется, что там будут использованы технологии с применением QR-кодов для быстрого поиска нужной литературы. Современные наши читатели, посетители, они в общих таких стилях хотят работать, чтобы библиотека изменилась именно в открытом доступе, чтобы наши читатели сами ходили по стеллажам, сами выбирали книги и вот в таких комфортных зонах хотят работать. В рамках мероприятия состоялся ряд важных подписаний. Так, университет заключил соглашение о сотрудничестве со столичными школами, управлением образования и окружной администрацией Якутска. В рамках реализации данных соглашений будет проведена работа по формированию базовых кафедр, а также развитию системы профессиональных квалификаций в сфере образования. Университет – это один из главных учреждений, которые готовят кадры для развития города Якутска. В рамках соглашения с Якутском у нас планов много. Это и работа и с образовательными структурами, работа и по занятости, это и строительные отряды, и работа и по озеленению, да, встретя столетию нашей республики и много-много мероприятий. Отметим, что в рамках соглашений стороны намерены расширить университетский кампус в 68-м квартале и создать школу, которая будет реализовывать образовательные технологии со специализированными классами, обновленными практиками и обязательным владением английским языком. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск. 400 тысяч рублей на поддержку одаренных детей республики. Накануне в Якутске подвели итоги конкурса грантов в рамках мероприятия «Содействие развитию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей». Сколько детей и за что получили гранты и на что они будут потрачены, расскажет Евгений Тайтонов. Целевой фонд будущих поколений еще осенью этого года объявил конкурс среди одаренных и талантливых детей, для которых максимальным достижением является победа или призовое место на всероссийских соревнованиях. Любой желающий мог зайти на сайт и указать свои достижения за 2021 год. В этом году я на всероссийских соревнованиях Medwave Classic по плаванию я занял 2 первых места и 1 бронзовую медаль.
И на Дальневосточном федеральном округе, который проходил в Южно-Сахалине, я занял первое место и 2 бронзовые медали. Неделю назад сказал тренер, что нужны достижения, которые ты достиг в этом году, и нужно отправить на конкурс. Мы отправили, естественно, и на следующий день мне говорят, что я попал на топ-10. Обладателями гранта в этом году стали 14 детей, которые добились наивысшего результата по 12 видам спорта, а также по якутским прыжкам и масс-рестлингу. Общая сумма гранта в этом году составила 400 тысяч рублей. Его разделили между сегодняшними победителями. В этом году мы предусмотрели грантовые конкурсы по направлению спорт, искусство и наука. Более 10 детей получили гранты. По направлению спорт детям подарили сертификаты на приобретение экипировки, часы спортивные и рюкзаки. Также, помимо вручения грантов, сегодня презентовали спортивное оборудование, приобретенное за счет федерального проекта «Успех каждого ребенка». По данному проекту для нашего вида спорта были приобретены 200 досок, 30 столов и 80 электронных часов. И теперь вот мы можем проводить, вот, как видите, занятия и так далее. И даже мы можем провести большие республиканские соревнования. У нас как раз именно были проблемы с нехваткой досок и электронных часов. Так, помимо комплект-классов по шашкам и шахматам, в спортивном комплексе «Дахсун» появились компьютерные тренажеры по стендовой и пулевой стрельбе, напольное покрытие для борьбы дзюдо, татами. Евгений Тайтонов, Григорий Охлопков, Якутск. В январе будущего года в Калифорнии в 33-й раз состоится один из крупнейших фестивалей Америки Palm Springs, который традиционно собирает зрителей и кинопроизводителей со всего света. Якутский фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова представлен в одной из секций. Показ в Лос-Анджелесе станет североамериканской премьерой картины. Всего в этом году на Palm Springs представят 129 фильмов, в числе которых 36 претендентов на «Оскар» 2022 года. Отметим, что вместе с Palm Springs в послужном списке «Пугало» уже насчитывается 12 кинофестивалей. Фестиваль пройдет в Америке с 7 по 17 января 2022 года. Ну а в Якутске вручили второй раз национальную кинематографическую премию «Чипчал». Компетентное жюри выбрало обладателей призов в 11 номинациях. Так, за вклад в развитие национальной кинематографии статуэтка досталась сценаристу и режиссеру Семену Ермолаеву, а лучшим сценаристом стал Степан Бурнашов. Ивану Семенову достался приз за лучшую операторскую работу. Валентина Романова-Чискырай названа лучшей актрисой за роль в фильме «Пугало». Лучшим актером признан Федот Львов за роль в фильме «Черный снег». Ну а лучшим режиссером стал Степан Бурнашов за работу над картиной «Харахаар». Фильмом года признали картину Дмитрия Давыдова «Пугало». Нам, конечно, радостно то, что вот мы очень давно говорили о том, что нам все-таки нужна какая-то своя премия, как бы свой, такой своего рода «Оскар», где мы в конце года будем какие-то итоги подводить, не выбирать, кто лучше там, да, а все-таки как-то определять, куда якутское кино двигается, как оно развивается, как новые имена появляются, в таком плане. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.